Здесь знаете как, просто это было оперативно, естественно, что времени мало было, и никто не говорил именно конкретно о лозунге теракта. Я уже говорил, там были. Значит, но вы же понимаете, что мы с вами государственные люди, да, мы как бы мы президентская организация, да, то есть вы же понимаете, что мы не просто так сюда пришли и сами захотели написать эти лозунги. То есть эти лозунги использовали, мы еще не выкрикивали, там я держал бумажку, да, то, что там выкрикивали, это ладно, это не мы выкрикивали. А вот моя бумажка у меня на столе, что скажу, написано «Литовские каратели, убийцы демократии». Да, то есть у меня вот на этой бумажке было написано. И вы сами понимаете, что мы выполняли как бы, то есть тоже как бы определенную задачу, да, то есть не просто так. Вот. Да, так я знаю, да, мы сотрудничаем, естественно, с нашим КГБ просто, вот. Поэтому я немножко удивился, просто обычно ребята приходят, у меня даже телефон есть, мы если что, как бы созваниваемся друг с другом, если какая-то информация, как бы мы общаемся тогда. Мы как оргструктура, да, вы же понимаете, мы с юридическим лицом, мы по Московскому району, а 9 районов, и в каждом районе есть Белая Русь. И вот ребята с вами, руководство, было, каждый со своего района, они были. Вот сколько информации поступило вчера? Но нас вечером, скажем так, нас перезвонили вечером, где-то в районе, наверное, звонили в 8 часов вечера. Смотрите, мы легки на подъем, да, мы легки на подъем. Естественно, если нужна картинка, то просто больше людей организуем. Какой вы говорите лозунг лучше? Потому что мы сказали, фашизм не пройдет, иногда даже такие, так, Беларусь и иракцы. Понял, да, хорошо. Вот такого у нас точно нету, придется его сделать, братья новинки, да.